Вот жерлица. Вот жерлица и щука сидит на жерлице. Вон как ходит он. Я думал, утки тут плавают. Оказывается, щука там. Ай, ушел. Поверху идет по воде. Вон как. Вон. Вижу его. Обычно они на дно и под корягу. А этот поверху ходит. Сейчас. Надо как-то догнать. Одной рукой неудобно плыть. Сейчас. У меня жерлицы где-то дня 4, наверное, стояли. Даже не подходила. И вот сегодня... Сейчас, подожди. Сейчас. Ого. Вон. Сейчас я ее оттяну. Вон он. Ну так, средних размеров. Сейчас под лодку, наверное, уйдет. Подожди. Вон. О, сальто делает, блин. Сейчас. Ты смотри. Вон так. У меня жерлицы два крючка. И... Ух ты, ебать! Ничего себе! Так, на одном крючке сидит. Все, буду поднимать. Хватит. Погуляли, хватит. Ни хрена себе. Сейчас. Нормально, чтобы не ушла. О, блядь. Хрена себе. Плавает. Ну-ка, подожди. Опа. Все, взял. Есть. Вон как сидит крючок в горле. И щука такая. Вот щука. Сантиметров сколько? 10, 20, 30. Где-то 45-50 сантиметров. Я уже домой собирался. И главное, он плавал. Не на дно ушел, а плавал. И я думал, утки взлетели, там волны такие идут, а оказывается щука. В общем, такая история. Вот жерлица, нехитрая палка там ставил, и висит жерлица. Капроновая нитка и 2 крючка. Один проглотил вон, а второй вон снаружи. Вот такая щука попалась. Целое жаркое. Супер. Вот моя жерлица, на которой попался щука. Вот щука сам лежит. Уже все, кирдык ему. Ничего секрета тут нету. Никакого секрета тут нету. Вот рогатина. Намотана тут 4 метра. Капроновая нитка. 0,8, наверное, толщина. Дальше идет груз. 8 миллиметров картечь. И 2 крючка. Вот. 2 крючка. На одном он сидел. Вот на этом. На двойнике. Который я сломал уже. Один крючок. Как бы пока с горла вытаскивал. Ножа с собой нету. И там в горле у него остался этот. И сам крючок, он как бы уже полугнилой. Ржавеют быстро. Некачественные крючки. Дешевые, которые. И поводок. В общем, вот на этот жерлице и попался щука. Жерлица там несколько дней была. Не трогал. Я наживку менял каждый день. Ну вот.